Герои здесь и сейчас, ежедневно рискующие своим здоровьем в борьбе с коварным вирусом. Доброта, внимание и забота всего медперсонала, несмотря на загруженный график и количество больных, с первого дня поступления сюда тронула Мовлатхан Багаеву до глубины души. При поступлении Мохалдар, уже я не мог. Кугушхал урду сахал квача. Минус сахачанж минута ден сакапнец сынко адишич. Чи и то хачибяк. Балжалы биш. Гузлазиш, цигрлазиш, температуристи. Кафеде тарцар. Калхач аяхкай. Да, шибес католц шинот. Сейчас в Назрановской районной больнице находится 87 пациентов со средней и тяжелой формой коронавирусной инфекции, двое на искусственной неинвазивной вентиляции легких. Бывают, больные поступают у нас с поражением КТ-1, то есть легкая степень поражения, да? Но клиника опережает КТ, поэтому иногда бывает, больные поступают в степень поражения 10 и говорят, почему больной отяжелел. Болезнь непредсказуема, и цитокиновый шторм, да, основное осложнение нашего заболевания, оно проходится на 8 и 12 сутки заболевания. Как обычно, в зоне риска люди пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. Но, к сожалению, каждый пациент переносит инфекцию по-своему, поэтому и методы лечения больного при поступлении в отделение индивидуальны. На КТ-3 у нее было. Сразу подключили оксигеновую терапию, но тем не менее сатурацию она не держала на третьей. Подтверждена коронавирус? Да, мазок положительный. Пациентке уже лучше. Из реанимационного отделения ее перевели в палату. Сейчас она под наблюдением как наших врачей, так и Людмилы Орешко, доктор медицинских наук и профессор университета имени Мечникова в Петербурге. Помогает нашим медикам как внештатный специалист, а также консультирует по поводу лечения особенно тяжелых пациентов. Женщина часто приезжает на свою малую родину и счастлива, что может оказать помощь своим соотечественникам. Мне очень приятно быть полезной на своей родине, потому что особенно сейчас очень актуально быть в команде с врачами, со своими коллегами. У нас единая команда. Когда пациент в тяжелой форме, все этих пациентов пересылают по электронной форме анализы, и мы вместе на связи консультируем больных. И чтобы это было официально, конечно, я пишу заключение, отправляю, и это все есть в истории болезни. Спрогнозировать, в какой форме будет протекать инфекция, врачам пока очень тяжело, делится она. РНК-вирусы, поражающие иммунную систему, вызывают различные формы болезни в зависимости от генетической предрасположенности пациента. Но общие методы лечения по сравнению с началом пандемии уже выработаны. Первые сутки назначают противовирусную терапию, там определенные препараты. Далее препараты, которые подавляют активность иммунной системы, Т-клеток, Б-клеток. Далее ведущей важной в патогенезе это антикоагулянтная терапия. В случае развития цитокинового шторма обязательным является, конечно же, биологическая терапия. И я как знаю, что в условиях данного медицинского учреждения здесь все есть. Потеря обоняния, температура, боль в горле. Коронавирус может протекать как ОРВИ, но коварность инфекции заключается в том, что она из легкого течения впоследствии перетекает в более тяжелое. Инфекция вызывает микротромбозы, которые могут привести к летальному исходу. Так что просьба соблюдать меры профилактики от тех, кто видит последствия инфекции, не пустой звук. Хотелось бы попросить наш народ, чтобы они как-то остерегались. Это ответственность не только перед собой, но и перед окружающим. То есть риск заражения окружающих. Не думаем о себе, хотя бы о других надо подумать. Мы не можем сказать, когда будет снижение волны и когда еще уже практически говорят о новой третьей волне. Поэтому, пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких, потому что ингушей мало. Это небольшая нация, поэтому мне очень хочется, чтобы мы процветали и чтобы нас было больше. Число заболевших коронавирусом по стране более 3,5 миллионов. Пока ситуация стабильна, но может поменяться в любой момент. Лекарства от вируса нет. Переболевший спустя несколько месяцев может вновь заразиться. Самое малое, что можно сделать, это поберечь себя и соблюдать меры защиты. Тамара Хшагульгова, Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.